В селе Туалец атмосфера приближающегося праздника чувствуется по-особенному. И солнце здесь как будто ярче, окружающая природа незримо радуется вместе с людьми. Торжественный митинг по традиции состоялся возле памятника павшим воинам. Одними из первых сюда пришли дети с портретами своих героев войны. Мини-бессмертный полк прошагал по всему поселку. Красное знамя, военная выправка, отчеканенный шаг. Этот праздник не просто формальность. Здесь проживают каждый миг, взвешенно произносят каждое слово. И даже сценку сражения парни не играют, а воюют. Все это нужно прежде всего для того, чтобы подрастающее поколение понимало всю значимость слова «война» и силу слова «победа». Это, я скажу, огромное патриотическое воспитание, потому что такие мероприятия, они подтягивают молодое поколение, значит, они готовы служить в вооруженных силах, проявляется любовь к родине, к родному краю. И я скажу, это с гордостью можно сказать, что у нас нет ни одного такого, который бы отхлынул от службы в армии. Многие ребята у нас в поселке служили в горячих точках, в Чечне, в Афганистане, были, значит, и освобождали Крым. Поэтому нам есть чем гордиться. На торжественном митинге у памятника павшим воинам собрались жители села Туалец, представители администрации города, руководители предприятий, школьники и, конечно же, ветераны. Наше село, которое было основано в 1934 году, тоже не осталось в стороне. И наши люди тоже внесли свою лепту в победу над фашистской Германией. Рядом с нами находятся, слава Богу, находятся те люди, которые своими глазами видели этот День Победы, испытали встречу или же потерю со своими близкими. Поэтому сегодня, в такой день, мне хочется пожелать им настоящего человеческого счастья, чтобы всегда они оставались рядом с нами. Главными героями торжественного митинга стали ветераны тыла. Они пришли на праздник, несмотря на возраст и болезни. Еще одними безмолвными присутствующими стали ветераны Великой Отечественной войны в строю бессмертного полка. Это мой прадедушка Шамшуринов Фахрислам Денисламович. Воевал на границе Польши, был 6 раз ранен и дважды контужен. С войны вернуться не смог, так и праздновал в госпитале. Пришел, привели его, молодость свое взяла, встал на ноги, окреп, завел семью, женился. 30 лет проработал в совхозе «Дружба». Это мой прадедушка, его зовут Федор Григорьевич Кириллин. Нам мало о нем известно, но я знаю, что он воевал на Дону и был там похоронен. Это мой дедушка Нурмухамед Нургалеевич. Он воевал и до Берлина дошел и пришел с войны. Я даже, когда я маленькая была, я его видела. Моего дедушку зовут Хамат. Хамат его зовут. Он участвовал в Великой Отечественной войне. Он дошел до Берлина. Он пришел домой, но потом через 5, 6, 7 лет он умер, потому что у него одна пуля около сердца стояла и в ноге. Сейчас нет Советского Союза, и каждая бывшая республика стала отдельной страной. Но День Победы – это общий праздник, и отмечают его все вместе. Мы не имеем права забывать, как Белоруссия приняла на себя первый удар, как Украина была сожжена дотла, как Казахстан согревал и кормил эвакуированных. Эта война коснулась каждой семьи, а потому память о подвиге советского народа должна передаваться из поколения в поколение. Минуты молчания почтили павших и в благодарность за отвоеванную родину возложили цветы.
Вот так встретили 71-ю победную весну жители поселка Туяляс. Как будут встречать ее каждый раз еще долгие годы. Потому что потомки знают, какой ценой завоеванное счастье. Они будут жить достойно за тех, кто погиб на фронтах Великой Отечественной. И дышать этим мирным воздухом, которым вдоволь не надышались павшие в боях. Елена Афанасьева, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.